оказывается, Коля приехал в 2014 году. Пацану тогда было 2 года. В 4 года пацан у меня так и не заговорил. И я в Бишкеке кое-как пробил ему специализированный садик. Он 3 года у меня туда ходил. Потом я узнал, что здесь есть интернет в Дмитровске. И он, получается, у меня год ходил в этот интернет. И что получается? В садик ходил, я не почувствовал в нем изменения. Словарный запас практически не повысился. У него только было мама, папа, да, я, да, и все его слова были. А остальное там, как сказать, на своем языке разговаривал, только ему понятный. Потом, получается, в прошлом году, получается, он 1 класс в интернате закончил. И, получается, в сентябре я прихожу, узнать, что, как. И они говорят, вот, скоро интернат закроется, мы его перевели с 1 в 4 класс. Мне не понравилось, и они говорят, можно его в обычную школу определить. И я уже результат почувствовал через 2 месяца. У него в словарном запасе, если у него только были чуть-чуть существительные в речи, то сейчас у него появились уже глаголы и прилагательные. А этого раньше не было. Сейчас он уже может решать примеры. Социальными службами Сыкотинского района мы провели оценку здоровья и развития каждого ребенка, который содержался в Дмитровской специальной вспомогательной школе. Также провели оценку положения семей этих детей. Выяснилось, что у всех этих детей есть биологические родители. Детей они в этот интернат отдали только потому, что на местном уровне обычные школы их не принимали, так как у детей были задержка развития, отставание по учебе и были различные формы инвалидности.